Верховный лидер Ирана выступил с проповедью на пятничной молитве в Тегеране впервые за 8 лет. Резкая антиамериканская риторика, объяснение событий волею Аллаха и призывы к единству перед вероломством США. А в Москве глава МИДа Сергей Лавров провел пресс-конференцию «Россия противостоит агрессии Запада». Ключевым дестабилизирующим фактором остается агрессивная линия ряда государств Запада, прежде всего наших американских коллег. Медсестру в Душанбе уволили из-за деятельности сына блогера. Он живет в Германии и выкладывает в интернет разговоры с таджикистанскими чиновниками. Несмотря на увольнение моей матери, я не прекращу свою деятельность. Женщину в Кыргызстане украли, а потом били и насиловали 3 месяца. Когда она пожаловалась, жестоко избили и скинули в озеро. Милиция состав преступления не нашла. Насильник на свободе. У него там работает двоюродный брат Самат Дейканов и еще один брат Каныбек. Когда я писала заявление, они издевались надо мной, грубили. Говорили: что ты можешь сделать? Мы здесь работаем. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Тегеране после традиционной пятничной молитвы возобновились антиамериканские протесты. Тысячи человек, раззадоренные словами 80-летнего верховного лидера Али Хаминеи, вышли на улицу, выкрикивали антиамериканские и антиизраильские лозунги, традиционно топтали флаг США. В руках у демонстрантов портреты убитого в результате атаки США командующего корпуса стражи исламской революции Сулеймани. В ходе антиамериканских протестов люди призывали к скорейшей мести Вашингтону за смерть генерала. Протесты в столице Ирана начались сразу после завершения выступления духовного лидера Ирана аятолла Али Хаминеи. Он лично прочитал проповедь, и это стало его первым выступлением в ходе пятничной молитвы за последние 8 лет. Обращаясь к верующим, Хаминеи заявил, что враги Тегерана использовали авиакатастрофу украинского лайнера для ослабления корпуса стражи исламской революции. Есть и такие люди, которые под руководством американских телеканалов и британских радиостанций говорили об этом инциденте и преподносили информацию таким образом, чтобы затмить великое мученичество, которое произошло в день Аллаха. 2 великих полководца Сулеймани и Аль-Муханди были убиты. Они делали все для того, чтобы заставить людей забыть об этом. Верховный лидер Ирана призвал граждан к национальному единству и высокой явке на февральских выборах на фоне волны протестов после признания военных, что они по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ. Аятолла назвал крушение украинского Боинга большой трагедией. При этом, по словам Хаминеи, причастный к катастрофе корпус стражи исламской революции является, цитирую, гуманитарной организацией. Подразделение Кудс не может быть признано просто правительственной организацией. Это гуманитарная организация с высочайшими духовными и человеческими ценностями. Верховный руководитель Ирана в очередной раз раскритиковал США за убийство генерала Касима Сулеймани. Аятолла заявил, что Вашингтон при убийстве иранского военного продемонстрировал свою террористическую природу. Он назвал Божьим днем 8 января 2020 года, когда ракетные силы корпуса стражи исламской революции обстреляли американских военных на базах в Ираке. В этот день, по словам Хаминеи, была дана пощечина высокомерию Америки. Кстати, слова о пощечине в своем обращении Хаминеи повторял неоднократно, подчеркивая, что иранская нация в этот день была ведома волей Аллаха. В тот день, когда десятки миллионов людей в Иране и сотни тысяч в Ираке и некоторых других странах вышли на улицы в знак уважения к крови командующего силами Кудс и создали самую большую похоронную процессию в мире, он стал Днем Аллаха. То, что произошло, не может быть объяснено чем-либо другим, кроме как деянием руки всемогущего Бога. В тот день, когда иранские ракеты разбили американскую базу, мы также увидели длань Аллаха. Центральное командование США заявило, что у 11 американских военных выявили признаки контузии после обстрела Ираном базы в Ираке 8 января. В ранее сделанных заявлениях президент США Дональд Трамп говорил, что при данном инциденте ни один американец не пострадал. Представитель Центрального командования США Билл Урбан утверждает, что в результате ракетного обстрела авиабазы Аль-Асад в Ираке никто из американских военных не погиб. При этом у некоторых выявили признаки контузии, им оказали помощь, они находятся под наблюдением. После этой атаки Трамп заявил, что Иран, по видимости, отступил после нанесения ракетных ударов по 2 авиабазам в Ираке, в которых дислоцированы американские военные. В обращении к нации 8 января Трамп также заявил, что базам был нанесен лишь минимальный ущерб. Мир продолжает сильно лихорадить. Исполняющий обязанности главы российского МИДа Сергей Лавров сегодня прокомментировал события ушедшего года и обозначил внешнеполитический курс России на 2020. Лавров провел большую пресс-конференцию. Главной темой встречи с журналистами стала, цитирую, агрессия западных стран. О чем еще говорил его министр, расскажет Дарья Тимофеева.
Вопросы к Сергею Лаврову подготовили более 300 журналистов из 50 стран. К ним перешли после небольшого вступительного слова ИО главы внешнеполитического ведомства, которое и задало тон всей пресс-конференции. Мир, и мы это видим отчетливо, продолжает очень сильно лихорадить. Ключевым дестабилизирующим фактором остается агрессивная линия ряда государств Запада, прежде всего наших американских коллег. Об агрессивной позиции западных стран как ключевого фактора дестабилизации в мире будет сказано еще не раз. Подобная риторика прозвучит во всех ответах по ситуации на Ближнем Востоке. Международное право они пытаются подменить правилами, на которых основывается миропорядок, который нужен Западу прежде всего. И это попытка отложить формирование демократичной, полицентричной системы мироустройства. Происходит примерно то, о чем не раз предупреждал президент Путин. Он говорил, что на каком-то этапе европейцы воспользуются какой-нибудь ситуацией вокруг Ирана, какими-нибудь следующими действиями Ирана, для того, чтобы с облегчением свалить на Иран вину за все, что происходило. Тема Ирана журналистов интересовала больше прочего. Событиям вокруг этой страны был посвящен сразу ряд вопросов. Отношения между Ираном и США, наверное, не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе, хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать. Трагедия с самолетом украинских авиалиний, конечно же, это такой очень серьезный звонок и сигнал к тому, чтобы все-таки начать заниматься деэскалацией, а не постоянными угрозами и полетами авиации боевой в этом регионе. Курс российской дипломатии, напротив, уверяет его министра, нацелен на снижение международной напряженности. И курс этот выбран президентом страны. Журналисты поинтересовались, изменится ли внешнеполитический вектор России в связи с нынешними инициативами Владимира Путина. Конституция, как разъяснил Конституционный суд некоторое время назад, в ответ на соответствующий запрос, является базовой, ключевой нормой, которая определяет все наши действия. И никакие международные договоренности не должны противоречить нашей Конституции. Пресс-конференция продлилась чуть больше 2 часов. Многие вопросы задать так и не удалось. В пресс-службе МИДа России пообещали разместить ответы на сайте ведомства. Дарья Тимофеева, Азат Интымаков. Настоящее время. Азия, Кыргызстан, Бишкек. На фоне событий на Ближнем Востоке ситуация в Афганистане на лентах мировых СМИ отошла на второй план. Тем временем там наметились изменения в позиции радикальной группировки «Талибан». Руководство движения предложило Вашингтону временное перемирие и призывает США возобновить мирные переговоры. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент в Кабуле Лиза Кареми. Послание о временном перемирии и возобновлении переговоров группировка талибанов передала спецпредставителю США по Афганистану Залмаю Халилзаду. Свое послание они отправили официально в Вашингтону через офис в Катаре. Предложение талибанов подразумевает прекращение всех военных действий между США и боевиками талибов во всей территории Афганистана сроком 7 до 10 дней. Инициативу талибов поддержали и в администрации президента Афганистана Ашраф Гани. Там выразили надежду на то, что перемирие с вооруженной оппозицией лишь ускорит мирный процесс. Важнее всего, чтобы мир в нашей стране наступил надолго. Люди все еще желают, чтобы наступил день, когда они смогут отправлять детей в школу и навещать родных без постоянного страха стать жертвой террора. Между тем, на сегодняшний день официального ответа от Вашингтона на предложение талибов не последовало. В Государственном департаменте США от комментариев по этому вопросу отказались. Я напомню, что мирные переговоры между группировками талибов и США активно продолжились на протяжении всего 2019 года. Однако после атаки на авиации НАТО в Баграме Вашингтон официально приостановил диалог с талибанами. Таджикистанскую медсестру Шохиду Махмададжонову уволили с работы в центральной больнице города Вахдат за видеоролики ее сына в интернете. Молодой человек Ширзот Махмаджонов живет и учится в Германии, размещает в интернете записанные разговоры с таджикскими чиновниками. Он звонит в госучреждения и силовые структуры и задает вопросы о запрете на ношение хиджаба, затем размещает их на своей странице в соцсетях. По словам Шохиды, ее перед увольнением вызвали в Госкомитет национальной безопасности на допрос. Практика преследования родственников таджикистанских
таджикистанских оппозиционеров в стране – обычное дело. Об этом постоянно заявляют международные правозащитные организации. Рассказывает Анушер Ванарипов. Заставь сына вернуться в Таджикистан и просить власти об амнистии. Уговори его прекратить блогерскую деятельность, говорили Шохиде Махмаджоновой на допросе сотрудники ГКНБ. По словам женщины, следователи пригрозили объявить ее 23-летнего сына Шерзода Махмаджонова в международный розыск. Он блогер и сегодня проживает в Германии. Шерзод стал известен благодаря роликам о запрете ношения хиджаба в Таджикистане. Блогер записывает разговоры с таджикистанскими чиновниками. Ношение хиджаба от возраста зависит. Второе, нужно просто повязывать платок. Хиджаб не нужен. Это чуждая нам традиция. Во время допросов в ГКНБ следователь сказал Шохиде, что если ее сын не вернется, она потеряет работу. Следователь спросил меня, не боюсь ли я потерять работу. Я удивилась и спросила, за что. Он сказал, что, возможно, меня теперь уволят. Я его еще раз спросила, как такое возможно. Он сказал, что для них все возможно. Я задала вопрос, что было бы, будь я пенсионером, а он ответил, что лишили бы пенсии. Через 2 дня после допроса, говорит Шохида, ее вызвал директор центральной больницы города Вагдад, где она проработала 18 лет. Он потребовал, чтобы она написала заявление об увольнении. Махмаджонова получала в месяц менее $50. Я не из-за денег работала. Мое призвание – лечить людей, помогать им. Я работала по своему желанию, и это всегда было моим долгом – помогать и людям, и стране. Деньги не важны. Давление на семью блогера оказывалось уже не раз. В администрации города Курган-Тубе говорили в прошлом году, что если сын приедет, его посадят в тюрьму на срок от 18 до 25 лет. В центральной больнице Вагдада отрицают, что причиной увольнения послужила деятельность сына Махмаджоновой. Там говорят, что женщина решила уйти сама. Нет, она собственноручно написала заявление об увольнении по собственному желанию. Никто ее не вынуждал так поступать. Это все ложь. Никакого давления на нее не оказывалось, о чем я официально заявляю. Сам Шерзод Махмаджонов нам рассказал, что не собирается возвращаться в Таджикистан и продолжит разоблачать чиновников. Несмотря на увольнение моей матери, я не прекращу свою деятельность. У правительства Таджикистана сегодня есть только одно решение – прекратить дискриминацию по религиозному признаку, прекратить рейды против женщин в хиджабах, прекратить штрафовать и задерживать мужчин с бородами. Госдепартамент США уже 5-й год подряд вносит Таджикистан в десятку стран самых злостных нарушителей религиозных свобод. Также международные организации, в том числе Freedom House, регулярно заявляют о репрессиях родственников тех, кто покинул страну по политическим причинам. Анушер Ванарипов, Мулраджаб Юсуфзода, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Смотрите далее в нашей программе. Женщину в Кыргызстане украли, а потом били и насиловали 3 месяца. Когда она пожаловалась, жестоко избили и скинули в озеро. Милиция состав преступления не нашла. Насильник на свободе. У него там работает двоюродный брат Самат Дейканов и еще один брат Каныбек. Когда я писала заявление, они издевались надо мной, грубили. Говорили, что ты можешь сделать, мы здесь работаем. Мы продолжаем нашу программу. Верховный суд Кыргызстана рассмотрит дело правозащитника Азимджана Аскарова по вновь открывшимся обстоятельствам. О каких обстоятельствах идет речь, не уточняется. Материалы дела уже переданы, об этом сообщила пресс-служба Верховного суда. Я напомню, Азимджан Аскаров жил в Базар-Кургонском районе Джалалабадской области Кыргызстана и занимался правозащитной деятельностью. После кровопролитных событий на юге страны в июне 2010 года его задержали по подозрению в организации массовых беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Суды всех инстанций приговорили его к пожизненному заключению. В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека призвал власти пересмотреть дело Аскарова. Дело пересмотрели, но суд оставил приговор без изменений. Аскаров свою вину отрицает. Отмечу, в своем последнем докладе о правах человека в мире международная правозащитная организация Human Rights Watch подвергла критике власти Кыргызстана за то, что Азимджана Аскарова до сих пор не освободили. Очередная история насилия в отношении женщин в Кыргызстане. На этот раз дело до трагедии благо не дошло. 29-летняя Нурсулима Саветбекова утверждает, что ее грозится убить человек, который до этого 3 месяца ее избивал и насиловал. Заявление от жительницы Иссыкульской области в милиции не принимали, а на днях это дело совсем закрыли. И это несмотря на то, что за 2 дня до этого девушку избили и просто выбросили в озеро. У Нурсулимы 2 детей, сейчас она на 4-м месяце беременности. Джибек Бигалиева разбиралась в этой истории.
Бахту-Долнуту считается одним из самых благополучных сел в Кыргызстане. Поселок находится в туристической зоне, прямо на берегу знаменитого озера Иссык-Куль. Дома вдоль трассы местные жители сдают в аренду. В одном из таких коттеджей, рассказывает Нурсалима, прошлым летом ее впервые изнасиловали. Здесь висела вывеска «Сдаются комнаты», и моя подруга, которая приехала отдыхать, заселилась сюда. Я работала в пансионате неподалеку и после работы приходила к подруге. Здесь мы познакомились с мужчиной, другом хозяина дома, Азизом Джузумалиевым. Оба пытались навязаться к нам в гости. Один раз они даже отвезли нас на пляж. Как-то утром в комнату пришел этот Азиз. Он сказал, что на улице ждут мою подругу. Когда она вышла, Джузумалиев закрыл дверь, включил на всю громкость телевизор и дважды ударил меня по лицу. У него в руках был вот такого размера нож. Потом он сорвал с меня одежду и изнасиловал. По ее рассказам, когда Нурсалима пришла в себя, Азиз угрожал ей убийством. Говорил, что подожжет ее дом с детьми. Поэтому Нурсалима пообещала не обращаться в милицию. Она пошла на работу, а на второй день отпросилась. Однако у выхода ее поджидал тот самый Азиз Джузумалиев. Мне хотелось плакать. Я вспоминала все, что он со мной делал, и хотелось просто умереть. Смысла жить просто не было. Когда я вышла на улицу, меня на КПП поджидал Азиз. Я ему сказала, что не скажу никому о том, что было. Но он не послушал меня, насильно посадил в машину, отвез подальше от села и изнасиловал. Потом он привез меня сюда. Сказал, что я буду жить здесь, заставил позвонить маме, сказать, что мы заключили мусульманский брак, и что я могу привозить сюда детей, когда соскучусь по ним. Так Нурсалима прожила с ним 3 месяца. Конечно, мы спросили у нее, почему она не ушла сразу, ведь ворота были постоянно открыты, на улице ходят люди, а по оживленной трассе ездят машины. Нурсалима говорит, что сначала боялась, что Азиз действительно может как-то навредить ее детям или маме. Потом, когда прошло какое-то время, она уже боялась того, что скажут родственники, соседи. Бахту-Долнуту очень маленькая деревня, в которой все знают друг друга. Тем более, что к этому моменту она поняла, что забеременела. Потом мне говорили, что в жизни все бывает, что лучше решить это полюбовно, что мне лучше забрать заявление. Таких случаев действительно много. Сколько девушек изнасиловали, сколько из них потом покончили жизнь самоубийством. У нас в Чолпон-Ате тоже такое было. Милиция просто закрывала эти дела. Когда Нурсалима по ее рассказам почувствовала, что ребенок внутри уже начал шевелиться, она стала бояться, что постоянные побои могут навредить ему. Она пришла в милицию и написала заявление на Азиза Джузумалиева. Но оказалось, что у Азиза в местном отделении милиции работают сразу 2 двоюродных брата. У него там работает двоюродный брат Самат Дейканов и еще один брат Каныбек. Когда я писала заявление, они издевались надо мной, грубили. Говорили, что ты можешь сделать? Мы здесь работаем. Предлагали деньги, 100 000 сомов. Сказали, или бери, или уходи отсюда, сучка. Это было как раз на празднике. Они пили в соседнем кабинете. Следователи, по словам Нурсалимы, уговаривали ее сделать аборт и даже ходили с ней в роддом. Когда Нурсалима решила, что в милиции ей не помогут, она пришла к журналистам. Говорит, ей теперь стало все равно, поэтому она согласилась назвать свое имя и показать лицо. Хотя для маленькой деревни, в которой она живет, это посчитают большим позором. Но мы, конечно, нашли и Азиза Джузумалиева. Оказалось, что у него есть законная супруга и даже дети. Он показал нам общие фотографии с Нурсалимой и рассказал, что она якобы жила с ним по согласию. Он якобы никогда ее не бил, но деньги действительно предлагал. Получается, по вашим словам, вы никогда ее не били, не насиловали? Нет, такого не было. Иначе как бы она прожила со мной 3 месяца? Почему она не написала заявление тогда? Просто теперь ей уже терять нечего. А вот почему ее заявление не принимали в милиции, Азиз не знает. В первом интервью нам он заявил, что родственников или знакомых в местном РОВД у него нет. Но уже у здания милиции он вспомнил про своего брата. Не знаю. Он сказал экспертом вроде. Кажется, он работает экспертом-криминалистом. А кем он вам приходится? Он сын моего дяди. Не сразу вспомнил Азиз и про своего второго брата, который тоже работает в городском отделении милиции. Хотя, по словам Нурсалимы, все 3 постоянно встречаются. Нет, других знакомых нет, только он. Нет, есть двоюродный брат. Его зовут Каныбек. Он работает в ИВС. О том, что они приходятся родственникам Азизу Джузумалиеву, в небольшом отделении милиции якобы не знали. В областном центре провели проверку и решили, что милиция действовала в рамках закона. В УВД сообщили, что Нурсалима жила с Азизом по согласию.
В тот день заявительница обратилась ко мне с заявлением. Сказала, что она уже писала заявление на Жузумалиева. Про родственников ничего не знаю. Заверяю, что все рассматривается в рамках закона. Нурсалима рассказала, что Азиз продолжал ей угрожать. В кризисном центре Сезим в Бишкеке ее согласились принять на реабилитацию. Несколько дней назад Нурсалима поехала к детям на Иссык-Куль. Но по дороге домой, как она рассказывает, Азиз Жузумалиев избил, а потом выбросил ее в озеро. Он начал колоть мои ноги ножиком, потом он играл и царапал мне руки. Он сказал, что последнее предупреждение, иначе он обещал убить меня. Сказал, что я все равно ничего не смогу сделать. Это видео Нурсалима сняла в больнице, куда ее доставили после нападения. Спустя пару дней в МВД сообщили, что дело об изнасиловании закрыто. Причина – отсутствие состава преступления. Однако в аппарате омбудсмена Кыргызстана намерены добиться возобновления уголовного дела. Правозащитники организации выступили с официальным заявлением, в котором перечисляются увечья Нурсалимы, зафиксированные в больнице. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы и резаные раны. Джибек Багалиева, Самат Алышбаев. Настоящее время Азия. Бишкек, Кыргызстан. В шорт-лист из 5 номинантов кинопремии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный мультфильм» попала лента «Дочь россиянки» Дарьи Кощеевой, студентки Пражской академии искусств, рассказывает Юлия Маслова. На этих кадрах Дарья Кощеева, студентка Пражской академии искусств, вместе с коллегами узнает о том, что стала номинантом на «Оскар». Ее мультфильм «Дочь» рассказывает о непростых отношениях маленькой девочки с отцом. Этот проект также стал вступительным экзаменом для Дарьи, когда она переехала в Прагу из Москвы, чтобы поступить в местную академию искусств. Декорации сделала практически целиком я. Они сначала были сделаны из дерева и потом покрыты папье-маше. Это как раз это кухня и как раз это место, где произошла та ситуация, когда отец не обратил внимания на то, что дочери нужно внимание именно в этот момент. И как раз это был критический момент в этой ситуации. Фильм частично автобиографический. Дарья посвятила его своим родителям, которые живут сейчас в России. Туда они переехали из Таджикистана. Мой дедушка, папин отец, он работал в сфере музыки, он играл в оперном театре в Душанбе на контрабасе и делал скрипки, был скрипичный мастер. Но когда мне было 4 года, мы вынуждены были уехать из Душанбе и переехали в Валдай, маленький город между Москвой и Петербургом. По первой профессии Дарья звукорежиссер. Она закончила Гнесинскую академию в Москве. В Чехию девушка приехала вместе с мужем Александром. Он изучает видеомонтаж, она анимацию. Сейчас Дарья начала работу над следующим проектом, который уже получил поддержку местного фонда кино. Он же станет ее магистерской работой в академии. Глава чешского Минкульта пообещал поспособствовать желанию Дарьи остаться в стране как можно дольше. Церемония вручения премии «Оскар» состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе. Дарья Кощеева планирует поехать туда вместе с мужем и коллегами. Юлия Маслова, Роман Кубка. Настоящее время. Прага. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами в понедельник. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго и до встречи. В туманных северо-вьетнамских горах Меовак в провинции Хаазянг на границе с Китаем семья Шо обрабатывает узкий клочок земли. Когда дети не ходят в школу, они принимаются за работу. Шо принадлежит к меньшинству хмонг. Хмонг всегда были привержены своим культурным корням и независимости, за что их долгое время преследовали.
Народность Шо занимает во Вьетнаме малоплодородные земли, которые не могут прокормить местное население. Здесь, в Подкиселевске,